Историю принятия закона о реабилитации репрессированных народов студенты исторического факультета слышат из уст тех, кто непосредственно принимал участие в этом важном для региона событии. Борис Харсиев в то время был помощником Бексултана Богатырева, одного из депутатов, которые были голосом всего народа в вопросе восстановления справедливости. Огромную работу в это время проводили, надо сказать вам, наши депутаты. Тут скажу вам о роли депутата Богатырева Бенбулата Берсовича. Я помню это время, он часто приезжал домой и рассказывал о процессах, которые, в общем-то, вели к созданию закона о репрессированных народах. Он рассказывал о комиссии, он рассказывал об их обращении ко многим деятелям, таким как патриарх Руси, таким как известный академик Лихачев и прочее, и прочее, и прочее. И вот с поддержки всех их, как они ведут работу, подводят как раз-таки депутатское мнение, что такой закон необходим. Муса Дарсигов, Бенбулат Богатырев, Беслан и Ибрагим Костоевы, Бексултан Сайнароев, Хамзат Фаргиев. С поддержки народа целая плеяда политиков принимали участие в принятии закона. И 26 апреля 1991 года документ был подписан председателем Верховного Совета РСФСР Борисом Ельциным. Закон о реабилитации репрессированных народов является таким актом, где государство признало ошибки, допущенные в отношении репрессированных народов, в числе которых и был ингушский народ. С принятием закона власти страны официально признали, что сталинские репрессии целых народов были противоправными и, по сути, произволом. Народы требовали снять с них клеймо предателей Родины и заявить во всеуслышание, что они не преступники. А ингушские депутаты зажгли искру, чтобы все претворилось в жизнь. В этом направлении народ все время вел свою работу. Надо здесь вспомнить и события, и обращение о Верховном Совете в 1964 году, события в Грозном в 1973 году. Ну и вот события, которые сейчас мы отмечаем, 30-летие, это как раз вот эта вот многолетняя работа, надежды ингушского народа, они осуществились. Закон о реабилитации репрессированных народов положил начало созданию ингушской государственности. Этот документ изменил многое. Он дал почву, чтобы Ингушетия стала полноправным субъектом России. Страницы прошлого всегда будут в памяти. Важно, не забывая то, что было пережито, смотреть в светлое будущее. Закон включает в себя 13 статей. Часть из них исполнены, однако некоторые еще нет. Для этого нужно, чтобы созрели определенные исторические условия. Как они созрели к тому моменту, когда этот закон принимался, тоже созрели определенные исторические условия. Да, к нему мы шли долго, шли через различные препятствия, которые приходилось преодолевать разным поколениям. Но никогда представители нашего народа, разных поколений, которые ставили этот вопрос, начиная с 50-х годов, не забывали об этом и делали тот временной отрезок, который был им отмерен, то, что они могли сделать в тех или иных исторических условиях. Во всяком случае, если нельзя было сделать совершенно ничего, озвучивать это в каком-то политическом пространстве, открыто об этом говорить, об этом говорили дома, на кухне, в своих семьях, среди родственников. То есть эту информацию хотя бы передавали, чтобы подрастающее поколение об этом знало, помнило, и когда у них появится возможность что-то делать реально, уже они были подготовлены, что-то могли делать в этом направлении. Это очень важно. И, естественно, конец 80-х, начало 90-х годов, ситуация в стране, демократизация в целом, да, всех процессов, жизни, устройства. Потом, когда Советский Союз буквально доживал последние дни, естественно, образование новой России, то есть созрела благоприятная почва, те исторические условия, когда ингуши уже открыто, не только ингуши, а представители всех репрессивных народов, но, как здесь правильно было замечено Берсновым, ингуши в данном процессе являлись локомотивом, поскольку, ну, наверное, они выстрадали, может быть, не хочу сравнивать, но, тем не менее, каждому своя боль ближе. Вот. И выстрадали эту боль, прошли через очень серьезные испытания, и
наверное, были больше подготовлены к тому, чтобы ставить этот вопрос вот на таком уровне. Вот мы, когда говорим об этом законе, мы всегда видим только одну тему – территориальная реабилитация. Значит, пригородный район, часть Малгобекского района. Это крайне важная и животрепещущая для нас тема. С чем она связана? С тем, что с этой территорией у нас самосознание как национальности, много, значит, вопросов связано. Но сегодня мы говорим о том, что мы должны видеть и другие аспекты, которые, значит, этот закон нам дает возможность, и мы должны с этой темой работать. Работать так, как и остальные народы. Затронули тему и в Общественной палате региона. На круглом столе с научными деятелями обсуждают интересные факты из истории. Насколько сложно было добиться принятия закона, поскольку в то время было много политологов, которые оправдывали депортации целых народов. Всего тотальной депортации были подвергнуты 10 народов. Из них 7 – немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы лишились при этом и своих национальных автономий. До принятия закона следовала декларация о признании незаконными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению. И, наконец, через 2 года, вопреки всему, закон был принят, и тем самым справедливость восторжествовала. Муслим Ганиев, Зелимхан Калоев, Магомед Шаухалов, Магомед Белакиев. Новости 24.